Добрый день, слушатели нашего вебинара. Сегодня тема нашего вебинара – использование интерактивного оборудования и других методик в работе с детьми с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. На сегодняшнем вебинаре мы с вами разберем вопросы БОС-технологии, различные методики и мои собственные методики, которые я использовала в работе с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Итак, первый вопрос. Интерактивные методики. Что такое интерактивный? Понятие интерактивный означает содержащий элемент взаимодействия с пользователем, зрителем или читателем. Само слово интерактивный состоит из слов интер – между и активный – действенный. Современные технологии позволяют делать многие вещи интерактивными, то есть такими, в которых пользователь может принимать определенное участие. Интерактивным может быть дисплей компьютера, видеофильм, доска. Интерактивные средства используются в занятиях по коррекции задержек развития, двигательных нарушений, задержек речевого развития, улучшают концентрацию внимания и так далее. Метод функционального биоуправления с обратной связью основан на том, что только при правильном выполнении задания включается обратная связь, подтверждающая, что конечный результат достигнут. Обратная связь может выражаться в виде звукового, цветового сигналов, мультфильмов. В настоящее время широко используются компьютерные комплексы, превращая этот метод лечения в занимательную игру, что очень важно для ребенка. Метод применяется для коррекции не только двигательных нарушений, но и для коррекции зрения, речи, коррекции психоэмоционального состояния. Есть такой метод и для подготовки беременных женщин к родам. Есть такой метод с заболеваниями сердечно-сосудистого аппарата. В 2013 году я прошла курсы повышения квалификации в негосударственном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования специалистов Института биологической обратной связи в городе Санкт-Петербург. БОС – это биологически обратная связь. Программы БОС-технологии могут быть успешно реализованы в образовании, социальной защите, медицине и спорте. В детском саду были адаптированы две программы. Первая – для коррекции опорно-двигательного аппарата и вторая программа «Здоровое дыхание». Программа для коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата может быть использована для детей с последствиями детского церебрального паралича, для детей с ортопедическими заболеваниями, такими как нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие, реабилитация после травм. Работа по этой технологии проводится индивидуально. Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата работа проходит только индивидуально. В исходном положении, сидя перед монитором, к определенной группе мышц крепятся датчики. На экране монитора начинается мультфильм. Например, при нарушении осанки датчики крепятся сзади на паравертебральные мышцы вдоль позвоночника. Если ребенок сидит с правильной осанкой, то он смотрит мультфильм. Ну-ка, сели все с правильной осанкой. Представьте, что вы смотрите мультфильм. Только спина ребенка начинает округляться, мультфильм или останавливается, или становится тише звук. Это является сигналом к тому, чтобы исправить осанку. При детском церебральном параличе также крепятся датчики на определенную группу мышц. Например, упражнение для стопы при тугоподвижности голеностопного сустава. При сгибании стопы, а сгибанием считается опускание подошвы, задействована икроножная мышца.
А при разгибании стопы это подъем тыла стопы вверх. Задействована передняя большеберцовая мышца. На эти мышцы крепятся датчики. В этом упражнении на экране монитора игровая ситуация. Например, лисенку надо подняться по лестнице. Мышцу ребенок должен напрячь до тех пор, пока лисенок не поднимется вверх. Если ребенок ослабил напряжение мышцы, лисенок остановился. Остановка является сигналом к дальнейшему напряжению мышцы. Здесь можно задать вопрос, а как же, если ребенок совсем не может двигать стопу, не может управлять стопой, не может ее сгибать и разгибать? При этой технологии есть порог, который может быть минимальным или средним, или максимальным. Если ребенок совсем не может двигать стопой, ставится минимальный порог движения. И даже самое маленькое движение, самая маленькая работа мышцы, она уже видна на мониторе. Лисенок начинает двигаться. И это является уже как бы мотивацией к тому, что надо стопу сильнее тянуть к себе. Или игровая ситуация для улучшения работы кисти. Мышцы на внутренней стороне предплечья сгибают кисть, а мышцы на наружной стороне предплечья разгибают. На эти мышцы крепятся датчики. Лисенку по пути домой надо собрать яблоки. Как только лисенок подходит к яблоку, ему надо его схватить, а ребенку необходимо сжать кисть. Если напряжение кисти было слабое, то лисенок схватить яблоко не сможет. Значит, ребенок видит, что ему надо сильнее сжать кисть. Но тут тоже устанавливается определенный порог. Надо отметить, что в игровых тренингах можно регулировать время проведения тренинга, можно поставить пороговое требование в зависимости от двигательных возможностей ребенка. Если мышцы сокращаются минимально, то и порог действия становится минимальным. Затем, по мере увеличения работы мышцы, порог увеличивается. Вот посмотрим. На фотографии ребенок сидит, перед ним монитор. Ребенку надо потянуть стопу на себя. Крепится датчик. Крепится датчик на мышцу. Инструктор, если у ребенка нет движения или очень маленькое движение в стопе, инструктор может стимулировать движение стопы. Вот, например, какие приемы стимуляции? Можно пощипать стопу, можно погладить, можно пощекотать, можно постукать, чтобы у ребенка был сигнал к тому, что мышцей надо подвигать. И вот на экране ребенок видит, в игровой форме он видит, здесь ежик летит на вертолете и должен попасть в облако камнем. Если это ситуация с сжиманием и разжиманием пальцев ног. Если девочка сжала крепко пальчики, то значит ежик попал в облако. А если движение было недостаточное, значит ежик в облако не попал. Здесь устанавливается тогда минимальный порог. Совсем маленькое движение пальчиков ног, совсем маленькое сгибание пальчиков, оно сразу отразится на мониторе в игровой ситуации. Я сокращаю мышцу. В ответ на это сокращение, при достижении определенного порога, персонаж в игре делает то действие, которое требуется для достижения результата в игре. Все в игровой форме проводится, самый доступный вид деятельности. Вторая программа «Здоровое дыхание». Суть программы заключается в том, что на занятии мы восстанавливаем диафрагмальное дыхание, которое является естественным, природным, которым каждый ребенок владел при рождении. Показаниями к применению дыхательной гимнастики является ослабление защитных сил организма, частые простудные заболевания, расстройства нервной системы,
нарушения речи, неврозы. Противопоказаниями являются возраст до 4 лет, судорожный синдром у ребенка, задержка психического развития и заложенность носа на момент занятия, потому что надо делать глубокий вдох через нос. Навык правильного дыхания теряется в силу перенесенных заболеваний, стрессов, перенапряжений. Важным ключом к освоению здорового дыхания является долгий выдох. Выработав в себе автоматизм правильного выдоха, можно достичь желаемого результата. Занятие также проходит перед монитором, сидя в удобной позе, рассматривая красивые слайды под приятную музыку. Ребенок делает глубокий вдох через нос, при этом надо надуть шарик в животе, а выдох произвести через сомкнутые губы и втянуть живот, раздуть шарик. Вот давайте мы с вами попробуем. Положите руки на живот, делаем вдох через нос, надуваем шарик и делаем выдох через губы. Шарик раздуваем. В это время организм, мышцы расслабляются. У детей, особенно у детей с последствиями ДЦП, дыхание поверхностное. Вдох производится через рот. Дети не умеют плавно и глубоко дышать, не умеют согласовывать фазы вдоха и выдоха, особенно при выполнении тех или иных движений. Упражнения делать сложно. Детям трудно сконцентрировать свое внимание на актах вдоха и выдоха с одновременной работой мышц живота. Может закружиться голова при частом глубоком вдохе. Тогда ребенку сразу дается возможность отдохнуть, задержать дыхание. Игровая ситуация может быть следующей. На мониторе картинка, закрашенный заборчик. Долгим выдохом ребенку надо сдуть краску с забора, чтобы увидеть сюжет, нарисованный на заборе. Здесь никакие датчики не соединяют ребенка с программой. Ребенок должен сдувать краску с забора в течение определенного времени. Значит, долго делать выдох. Программа также рассчитана для детей с 4 лет. Занятия проводятся индивидуально или в малогрупповом формате. Состоит курс из 13 уроков. Время на дыхательный цикл с каждым уроком увеличивается с 8 минут первого урока и до 15 минут последнего. За год ребенок проходит 2-3 курса. Об эффективности дыхательной гимнастики по БОС-технологии говорит отзыв учителя-логопеда. Синдромом и симптомом детского церебрального паралича является дизартрия, проявление которой наблюдается в нарушениях артикуляции, звукопроизношения, голоса и дыхания. Таким образом, в рамках работы по коррекции дизартрии одним из направлений является работа по развитию дыхания. Работа по системе БОС-технологии «Здоровое дыхание» очень эффективна в коррекции дыхательной функции детей. Так, например, у детей увеличилась длительность выдоха. Они научились добирать воздух не в середине слова, а в конце фразы. У детей в результате удалось избежать затухания голоса к концу фразы. Работа над силой выдоха способствовала усилению громкости голоса. Работа с использованием БОС-технологии «Здоровое дыхание» имеет положительные результаты не только в коррекции дизартрии, но и в коррекции заикания. К примеру, совместная работа по развитию дыхания привела к изменению степени тяжести заикания от средней степени тяжести к легкой степени. Кроме того, можно отметить, что многие дети научились правильно делать вдох через нос, долго выдыхать через губы, сложенные в трубочку. Дети научились работать животом, а это является укреплением мышц живота. Программа «Здоровое дыхание» позволила детям узнать о функции легких, сердца, помогает детям контролировать свое состояние, таким образом влияет на формирование ответственного отношения к своему здоровью. Следующий метод – это метод динамической проприоцептивной коррекции. Проприоцепторы, периферические элементы
сенсорных органов, расположенные в мышцах, связках, суставных сумках, в коже и свидетельствующие об их работе, сокращение мышц, изменение тела в пространстве. Данный метод основан на одновременном коррегирующем воздействии импульсации, поступающей в мозг от всех сегментов тела в процессе движения при использовании специального костюма Адели. Сразу отмечу, что такой костюм Адели у нас в садике использовали массажисты. Они одевали костюм Адели, а дальше была работа родителей, которые приходили и ходили со своим ребенком в этом костюме. Костюм представляет собой силовую систему, состоящую из опорных элементов и эластичных регулируемых тяг, с помощью которой с лечебной целью создается нагрузка на опорно-двигательный аппарат. Реабилитационный костюм Адели, созданный на основе костюма для космонавтов, без преувеличений можно назвать настоящей гордостью наших ученых. Изначально подобный костюм создавался советскими учеными для наших космонавтов, чтобы решить очень большую проблему, с которой они сталкивались по возвращении на Землю. В условиях невесомости мышцы человека атрофируются, и после приземления космонавты учились ходить заново. Процесс восстановления занимал много времени, и чтобы этого избежать, советские ученые придумали специальный костюм, который создавал нагрузку на мышцы даже в условиях невесомости и поддерживал в них постоянный тонус. Многие дети с ДЦП не могут ходить по причине того, что их мышцы не имеют прочной связи с центральной нервной системой. Костюм Адели, создавая искусственную нагрузку на мускулатуру, нормализует нервные импульсы и тем самым связывает мышцы и суставы с центральной нервной системой, создавая прочную связь. Вот костюм Адели. Он состоит из жилетки, из шортиков, из надколенников, и к обуви приклеен шнур с петельками, которыми прикрепляются вот такие вот резиновые тяги. Они соединяют надколенник со стопой, надколенник с шортиками. Шортики соединяются такими тягами с жилеткой. И вот такое напряжение мышц, оно передает импульс в головной мозг, и ребенок может делать определенные движения. Одна из массажистов рассказывала, что она попробовала на себе такой костюм Адели и сказала, что тут очень сложная работа мышц, очень тяжело в этом костюме двигаться, но он помогает ребенку делать какие-то движения. Следующая методика – это методика Валентина Ивановича Дикуля. Вот этот человек для меня стал примером. Человек-легенда, человек русский богатырь, человек с очень интересной судьбой, который разработал свою методику реабилитации людей со спинномозговой травмой и с последствиями детского церебрального паралича. Посмотрите и запомните. Когда я пришла работать в детский сад и узнала про Валентина Ивановича Дикуля, про его методику, мне так захотелось пообщаться с этим человеком. Через журнал «Здоровье» я узнала адрес центра Валентина Ивановича в Москве, списалась с ним и получила приглашение на обучение. В 90-м году я проходила обучение в центре. В центре проходили реабилитацию пациенты со спинномозговой травмой. Среди них было много спортсменов, получивших травму позвоночника. На реабилитацию приезжали и дети с последствиями ДЦП. Занимались на специальных тренажерах, придуманных Валентином Ивановичем. Очень интересная судьба. С 6 лет он остался сиротой, воспитывался в детском доме. С детства занимался в цирке Шапито. Настойчивость, упорство взяли свое, и он стал воздушным гимнастом. Но судьба приготовила ему очередное испытание. Воздушным гимнастом он был недолго.
В 1962 году во время выступления во Дворце спорта в Каунасе в результате стечения обстоятельств он рухнул с 13-метровой высоты. В результате была тяжелая травма позвоночника. 3 месяца потребовалось для того, чтобы выйти из тяжелого состояния, и затем на первый план вышли последствия – полная парализация нижних конечностей с потерей чувствительности ниже пояса. Официальная медицина дала однозначный прогноз на будущее – провести остаток жизни в инвалидной коляске. И тогда перед подростком возник вопрос – что делать? Смириться с передвижением в инвалидной коляске или начать изнурительную борьбу с недугом? Он выбрал второе. И уже в больнице стал заниматься упражнениями, которые подбирал интуитивно, не зная ни анатомии, ни лечебную физкультуру. Стал качать мышцы плечевого пояса, рук, спины, делать повороты на живот. Одновременно стал изучать анатомию и биомеханику движения. Кроме того, у него появилась идея, что необходимо задействовать в упражнениях и неработающие конечности в том объеме, как если бы они были здоровы. Движение в парализованных ногах он осуществлял с помощью веревки, привязанной к ногам, и тянул их руками, а затем стал использовать противовесы в виде грузов. Схему блочных устройств он придумал сам, а собрали и установили ее над кроватью его друзья. После того, как выписан был из больницы, он начал работать в детском клубе. Днем работал с детьми, а вечером изнурительно работал над собой. Изнурительные физические нагрузки не только восстановили движение в ногах и полноценную жизнь, но и сделали его очень сильным человеком. И уже в 70-м году он начал выступать как силовой жонглер. Его номера с шарами по 45 килограмм или подбрасывание гирь по 80 килограмм до сих пор являются уникальными. Силовые упражнения попали в книгу рекордов Гиннесса. Вот тренажер, первый тренажер Дикуля. Вот блоки, вот веревка, к которой прикреплялись грузики. Вот они, грузики, такие диски. Можно было выполнять упражнения лежа, сидя, стоя. Упражнения для всех групп мышц. В 1988 году Валентин Иванович был назначен директором Всесоюзного центра по реабилитации больных с последствиями травмы позвоночника и ДЦП. На данный момент в Москве работает 4 центра реабилитации. Есть программа «Здоровые спинки» для детей с нарушением осанки. Что дала мне учеба в центре? Вера в то, что движение – это жизнь. Несмотря ни на какие трудности, человек может изменить свою жизнь. Только упорный труд может восстановить двигательные возможности человека. Молодежный центр города Сыктывкара изготовил тренажер по предоставленным чертежам для работы. Пусть он был далеко не такой, как в центре, но на нем можно было работать. На тренажере можно было делать упражнения для рук, кистей, ног, плечевого пояса, мышц туловища. На занятия приходили родители, учились работать, самостоятельно занимались с детьми. Тогда у нас был круглосуточный детский сад. Вечерами родители приходили и занимались со своими детьми. Кто-то потом приобрел такой тренажер и занимались дома. Конечно, методика работы на таком тренажере, она требует постоянной работы. Не какой-то курс там месяц, 2. Работа должна быть постоянно. Родители приобретали тренажеры и работали. И один из примеров, когда дети поздравляли своих мам на празднике 8 марта, один из мальчиков сделал первые шаги навстречу маме. Маме, которая работала, которая верила в своего ребенка и упорно работала на тренажере. Теперь я расскажу вам о своей наработанной методике, которая называется коррекционно-развивающая игра зверобика. Толчком в организации работы с детьми по развитию и совершенствованию двигательной активности, коррекции двигательных нарушений стало участие в 1994 году в семинаре «Система развивающей терапии». К нам в Сыктывкар приезжал
Михаил Львович Лазарев, главный врач восстановительного центра для детей с бронхиальной астмой, музыкант, педагог, на своих лекциях рассказывал, как с помощью музыки и движения можно восстанавливать здоровье детей. Из его методики я взяла раздел кинезиопластика. Кинезио в переводе с греческого означает «движение». В этом разделе рассматривается такой вид движения, как имитационный, который позволяет усилить оздоровительный эффект. Ребенок обучается умению подражать движениям животных, стараясь передать повадки, мимику, характер, голос животного. Подражательные движения имеют большое значение в обучении детей дошкольного возраста разнообразным видам движения. Это самый доступный для детей способ восприятия любой двигательной активности. У детей с ограниченными возможностями здоровья, а особенно у детей с последствиями ДЦП, разнообразие движений ограничено. Мал запас двигательных умений и навыков. Им порой трудно выполнить какое-либо движение, мешают порочные позы, ограничены движения в суставах. С удовольствием дети входят в образ животного. Они стараются, двигаются. Им же хочется превратиться в павлина, льва или ежика. И пусть движения получаются порой неуклюжими, но дети видят в себе павлина, лебедя и муравья. Цикл песен Лазарева «Музыкальное путешествие в зоопарк» стал музыкальной основой коррекционно-развивающей игры зверобика. И здесь слились два понятия воедино – лечение и игра. Коррекционные задачи, так же как во всех методиках, коррекция осанки, порочных поз, сгибательно-пронаторной установки предплечья, совершенствование функции руки, увеличение подвижности суставов, коррекция постановки стоп, дыхательные упражнения, укрепляющие дыхательную мускулатуру. Детям очень нравится, что занятий можно кричать. Дети любят кричать, а мы им порой не даем. А тут на занятии можно покричать, как кричит павлин, шипеть, как шипит змея, квакать, мурлыкать, кукарекать, хрюкать и пищать. Большое внимание уделяется совершенствованию тактильных ощущений. Мы уже говорили о том, что у детей тактильное ощущение нарушено. В соответствии с темой занятия мы щупаем перья птиц, если это тема попугай. Если тема муравей, то щупаем палочки, иголочки, листочки, из которых муравьи строят свой муравейник. А когда превращаемся в белочку, щупаем шишки, кору, мох, орешки. Немаловажное значение имеет то, что на занятии снимается эмоциональное напряжение ребенка. Они превращаются в добрую муравьиную няню или маленького котенка, который, мурлыкая, нежно прижимается к своей маме, кошечке. Много говорим о нежности, доброте, о заботе. Игра зверобика – это полет творческой фантазии педагога. Следующая методика – это коррекция двигательных нарушений на больших ортопедических мячах. Эта методика изучена самостоятельно по учебно-методическому пособию к программе воспитания и обучения дошкольников с нарушениями речи. Почему решено использовать данную методику для увеличения двигательной активности детей? Потому что дети любят играть с мячами, любят заниматься на больших ортопедических мячах, прыгать на них. На мяче можно выполнять разнообразные игровые упражнения. Мяч обладает вибрационным действием. Посадка правильная предусматривает оптимальное взаиморасположение всех звеньев тела. Упражнения могут выполняться в различных исходных положениях. Верхом на мяче, лежа на животе, лежа на спине. Выполнять упражнения лежа на мяче гораздо труднее, чем лежа на твердой поверхности, так как упражнения выполняются в постоянной балансировке. При этом работают самые мелкие и глубокие мышцы. Упражнения в положении сидя на мяче тренируют мышцы тазового дна. Покачивание в положении сидя на мяче, как верховая езда, благотворно влияет на уменьшение порочных поз. Ребенок сидит на мяче широко расставленными ногами, а порочные позы у детей с ДЦП
либо близко ноги приведены друг к другу, либо у них ноги скрещены. Это у детей со спастической формой диплегии. Выполнение упражнений на мяче поднимает настроение, создает положительный эмоциональный настрой. С помощью ортопедического мяча можно выполнять не только общеразвивающие упражнения, но и выполнять коррегирующие упражнения. Те же самые: коррекция осанки, устранение порочного приведения бедра, постановка стопы, опороспособность рук, укрепление мышц спины и брюшного пресса, увеличение подвижности суставов, упражнения для улучшения моторики рук. Занятия проводятся индивидуально. Занятия проводятся перед зеркалом под обязательным контролем взрослого. Правила, которые необходимо соблюдать, это удобная одежда, не скользкая обувь, отсутствие рядом острых предметов. Упражнения не должны причинять боль и дискомфорт, избегать быстрых и резких движений. Соблюдать приемы страховки. Взрослый всегда находится сзади ребенка. Ребенок перед ним на мячике, а взрослый сидит либо на стуле, либо на скамеечке. Подбирать мяч каждому ребенку надо по росту так, чтобы при посадке на мяч между туловищем и бедром и голенью и стопой был прямой угол. Для большей устойчивости ноги расположены на ширине плеч, стопы крепко прижаты к полу. Упражнения обязательно выполняются под речевое сопровождение. Вы, наверное, уже заметили, что все упражнения у меня выполняются под речевое сопровождение. Что упражнения с палочками, что упражнения с лентой, что упражнения на мяче, что упражнения на зверобике мы выполняем под музыкальное сопровождение, подбираем песенку на тему, которая у нас на этом занятии. Все выполняется под речевое сопровождение, потому что это позволяет выполнять упражнения ритмично. Дети получают у них увеличивается словарный запас, дети получают наслаждение от того, что упражнения выполняют под речевое сопровождение. На этом наш вебинар закончен. Спасибо за внимание. Я всем желаю здоровья, творчества, всех благ. Всего вам хорошего.